Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. На границе Туркменистана и Узбекистана, в Дашогузском вилаяте, граждан Туркменистана, следующих в Россию через соседнюю страну, без объяснения причин, разворачивают обратно. По сообщениям источников Turkmen News, людей не пропускают вне зависимости от того, едут они в Россию на время или на постоянное место жительства. Туркменские пограничники на КПП Дашогуз не объясняют, по какой именно причине они не пропускают людей. Не имеет значения, какая у человека виза в Узбекистан. Покинуть страну нельзя ни с транзитной, ни с туристической. Во втором случае пограничники узнают о цели поездки путем долгих допросов. Всех выезжающих подробно расспрашивают, а не в Россию ли они собрались. Скрыть информацию от опытных сотрудников сложно. Некоторые люди заранее через своих родственников в Ургенче купили билеты в Москву. Это на 20-25 тысяч рублей дешевле, чем из Ашхабада. Но на границе выясняется, что попасть в Узбекистан они не смогут. Приходится возвращаться и снова покупать билеты до Москвы, но уже через Ашхабад, что влетает людям в копеечку. Особенно это чувствуют те, кто целыми семьями уезжает на постоянное место жительства, ведь переплачивать нужно за каждого человека. По неподтвержденной пока информации, имеются сложности с выездом в Россию напрямую из Ашхабада. В частности, это касается мужчин до 60 лет. Некоторые источники полагают, таким образом власти Туркменистана хотят остановить поток трудовых мигрантов. Есть и такие, кто считает, что данные меры приняты в связи с участившимися случаями вербовки граждан Туркменистана на войну в Украине. Так, 25 января погиб уроженец Балкан-Абада Ашир Бердыев. Хотя он переехал в Россию давно, но его родственники по-прежнему живут в Туркменистане, а после сообщения о его гибели они справили поминки. Turkmen News также располагает коротким видеороликом. На нем гражданин Туркменистана сидит вместе с другими людьми в камуфляже и приветствует зрителей на туркменском языке. Есть представитель Туркменистана, представитель будет за нами. Вот. Передаю слово землякам, передай привет. Источник Turkmen News заявил, что все военные на кадрах ролика погибли, попав под обстрел. По его сведениям, во главе этой группы находился командир с позывным «Шаман». Тем временем перелеты через Узбекистан давно стали для граждан Туркменистана способом сэкономить. После пандемии COVID-19 многие туркменистанцы именно через Ургенч и Бухару возвращались домой. По состоянию на 2022 год билет авиакомпании Туркменистан рейсом из Ашхабада в Москву стоил более 6,5 тысяч манатов или около $350 США по рыночному курсу. Ныне на сайте авиакомпании бронирование не работает, а значит нельзя узнать актуальную стоимость. Билеты в кассе купить невозможно. Их с большой переплатой приобретают через посредников-кассиров, хотя в 2022 году нескольких организаторов такой перепродажи осудили к длительным срокам лишения свободы. Билет Ашхабад, Москва, российской авиакомпании S7 в мае текущего года обходится в 53 тысячи рублей или $577. Для сравнения, билет S7 в Москву из Ургенча стоит 11 тысяч рублей или $119. Трудовая миграция и эмиграция из Туркменистана в Россию, Турцию и другие страны в последние годы неизменно растет. Власти пытаются бороться с этим, бюрократически усложняя процедуру выдачи паспортов, получения виз, покупку билетов и иные необходимые действия. Для сравнения, в том же Узбекистане власти с недавних пор финансово помогают гражданам, оформляющим рабочие визы. У вас есть важная информация, и вы бы хотели ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.